Это небольшое село находится на территории Агинского бурятского автономного округа и называется Саган-Чулутай. Саган в переводе с бурятского языка означает «белый». Чулун означает «камень». Местные жители из этого карьера с давних времен добывали белый камень – известь. Несколько десятилетий подряд в этом селе работал известковый завод, а коллективное хозяйство до сих пор занимается традиционным бурятским промыслом – скотоводством. Сеют не только корм для скота, но и хлеб. Как гласит поговорка, будет хлеб, будет и песни. В перерывах между сезонными работами были и песни, и танцы. – 1967 год. В канун нового 1968 года актив села организовал новогодний бал-маскарад. Тогда-то супруга рабочего известкового завода Сухубатра Ринчинова, Сымжит Хамаева, собрала своих подруг и вместе подготовили небольшую сценку о 8 родах агинских бурят. Сюжет подсказал тогда ее свекор, сказитель легенд Саган Ринчинов. Специально к этому событию сшили костюмы, подготовили сценарий для сценки и вспомнили забытые народные песни и пословицы. Тогда-то, воодушевленная своим успехом, группа женщин основала фольклорный ансамбль «Сахюр». «Сахюр» означает «огниво», «кремень». Таким образом, 40 лет назад саган-чулутайцы во главе с неутомимым энтузиастом фольклорного движения Сымжит Хамаевой высекли первую искру своего коллектива, который не угас на протяжении последующих 40 лет. В начале февраля 2008 года администрация села Саган-Чулутай скромно отметила 40-летие фольклорной группы. Основатель фольклорной группы Сымжит Хамаева. Именно она 40 лет назад написала первый сценарий для своего выступления. С тех пор, на протяжении более 30 лет, она руководила ансамблем «Сахюр». В течение этого долгого времени ею написано огромное количество сценариев, воспроизведены старинные бурятские обычаи, традиции, песни, поговорки и игры. Она поистине была знатоком старинных бурятских обрядов и сказаний. Сама же обладала даром величайшего мастера по пошиву национальной одежды. Я помню, как эти женщины, 7-8 инициативных женщин приходили к нам домой. У моей мамы швейная машинка ножная. И почти до 6-7 утра они шили эти национальные костюмы. Сочиняли сценарий, сочиняли все свои, вплоть до песен, стихов сочиняли, вспоминали все древние, старинные песни, учили и искали людей, которые это знают. Не только они просто выступали и исполняли этот фольклорный материал, но и, по-моему, они очень большой материал накопили, чисто исследовательскую работу, что ли, такое вели. Сегодняшний состав фольклорной группы, конечно же, отличается от того коллектива, который был основан 40 лет назад. Основной организатор Сымжит Хамаева ушла из жизни в 2003 году. А это ее подруги Намжил Жамбалова, Ишиханда Роднаева, Наржима Жапова, Ханда Гармаева, Садинжа Пунцукова, Надежда Маханова. Их тоже нет. Но остался еще один ветеран. Это Рыкжитма Жамбалова. С Сымжит Хамаевой мы познакомились в 1968 году, рассказывает она. Мы берем свое начало из 8 родов хоринских бурят. И тогда, 40 лет назад, мы вдруг решили рассказать о своих предках. Это же фольклор. Ее дедушка нам все рассказал, и мы сами сшили костюмы, разучили йохар. Мы тогда хотели показать, какие танцы и песни исполняли наши предки. Бурятская национальная одежда по своему содержанию уникальна. Члены фольклорной группы с точностью сумели восстановить стиль национальной одежды. Особенной изысканностью отличалась женская одежда.
Шапка украшалась драгоценными камнями. Это настоящий янтарь, коралл, жемчуг, лазурит и бирюза. У некоторых знатных женщин в старину было и золото, а это подвески из чистого серебра. Подвески также украшены драгоценными камнями. Серебряный нож – это необходимый атрибут национальной одежды. Нож носили и мужчины, и женщины. Все подвески и украшения имеют глубокий смысл. Узоры и формы украшений выполнены по канонам буддийского учения. Это оберег, талисман, внутри которого находится изображение Будды. А это огниво, с помощью которого женщина, хранительница очага, высекала огонь. Огниво было и у мужчин. Национальная мужская одежда также сшита из дорогого шелка. На груди парча, как символ неба и земли, имеет свой оттенок. Старинные песни – это философия. Обряды бурятских свадеб, старинные игры – все это уходит корнями в глубокую древность. 네가 너가 말이야. 운데레케게 아고랭 오래걸 우레도야 만나나가 운데레케게 골대 Zolin toya madaranagai. 남도 말가야 요스컴나 이거. 마릭다. 타바리 khılge. Zabi tabiri khılo. Noğa ürem beyte. Adın qurbun kimote yumba. Yumba.
정말 하얗다. Орвин чомоте. 하보고 Хавбай хогулда орвин чомоте гэшта. 이게 뭐 이 퇴근은 없지? Хасар бага уапса. Выше. Уймал бага уапса. Выше. 머리내 소들고. Тима. Члены фольклорной группы за время долгой зимы занимаются постановкой новой программы. Эту новую программу с успехом выставят на суд зрителя и каждый раз, как всегда, успешно подтвердят звание народного коллектива. Ансамбль «Сахюр» первым в Агинском автономном округе получил звание народного коллектива. Для встречи почетных гостей Агинского округа руководство Департамента культуры приглашает именно фольклорную группу «Сахюр». О творчестве ансамбля, о ее первом руководителе не раз пишут, и сегодня можно увидеть статьи в областных и окружных газетах. Перечислить все достижения и регалии коллектива «Сахюр» невозможно в одном фильме. С почетной грамотой и благодарственных писем руководителю Сымжит Хамаевой коллективу были вручены самые разные дипломы. Они были участниками первого международного и 11-го республиканского фольклорного фестиваля в городе Улан-Удэ. Коллектив был удостоен чести стать участниками концерта, посвященного приезду его святейшества Далай-ламы XIV. За творческие успехи во всесоюзном смотре самодеятельного художественного творчества РСФСР был вручен диплом лауреата. Приняли участие и стали лауреатами 12-го Всесоюзного фестиваля народного творчества. Были обладателями золотой медали Международного всебурятского фестиваля Алтаргана-2004 в Монголии. Они же лауреаты Всероссийского фестиваля национальных культур. Ни один праздник не проходит без участия фольклорного ансамбля «Сахюр». Фольклорный коллектив «Сахюр» является обладателем золотой медали на международном фестивале «Алтаргана-2004», является лауреатом всероссийского конкурса «Я люблю тебя, Россия». В настоящее время руководителем этого коллектива является молодая, энергичная Алхама Циден Ешиевна Балданова. Она была преподавателем бурятского языка и литературы Цыган-Чалутайской средней школы и в настоящее время прекрасно претворяет свои замыслы и планы в работе этого фольклорного коллектива. Мы состоялись как сплоченный коллектив. Мы постоянно в работе, в поисках нового. Мы востребованы. Нам помогает местная администрация, районные и окружные власти и Департамент культуры. На протяжении многих лет в ансамбле участвуют дети Сымжит Хамаевой. Ее зять Борис Аюров в середине 80-х годов руководил ансамблем. Ее дочь Мадыгма со своими детьми Билигмой и Батумунко также были постоянными участниками ансамбля. Наша мама организовала этот фольклорный ансамбль «Сахюр». И вот сегодня, когда исполняется 40 лет, нам очень приятно осознавать, что сегодня коллектив живет, развивается, совершенствуется. И мы, дети семьи Сухобаторовых, очень рады тому, что односельчане поддерживают, односельчане активно участвуют. И на сегодняшний день мы желаем всем нашим односельчанам, да и всем участникам ансамбля дальнейшего процветания, здоровья и счастья. «Сахюр» является старейшим народным коллективом Агинского округа. Благодаря опыту и наставничеству коллектива в маленьком селе сегодня функционирует целых 3 фольклорных коллектива.
сегодня образовывается еще один, 4-й коллектив в сельском детском саду. Самое замечательное то, что в детской и школьной среде практически нет преступности и даже мелких правонарушений. Богатая народная традиция, основанная на буддийском учении, удивительным образом способствует истинно правильному воспитанию молодежи. Мы уважаем традиции наших старейшин, которые основали в 1960 году ансамбль «Сахюр». Мы стараемся во всем подражать им. Мы уверены, что это растущее поколение еще покажет себя. На сегодняшний день функционирует 3 фольклорных коллектива. Это наши ветераны, наша средняя молодежь, вернее, средние поколения, и плюс к этому у нас молодежь. На сегодняшний день на подходе даже детский сад. И как администрация в этом направлении очень большую работу ведет, как бы эта народная традиция осталась в нашем селе, поскольку мы 40-летие от сегодняшний день отмечаем, и я бы сказал, что с большими достижениями. Я как участник на сегодняшний день, как глава администрации, участвовал в фольклорном коллективе в международном конкурсе в городе Чебоксане, Монголии. Я очень горд тем, что у нас не забываются традиции нашего народа, и здесь отражается как раз и наши традиции, и воспитание подрастающего поколения в этом направлении очень большую роль играет. Творчество сахюр продолжает свою традицию. Они продолжают традиции и обычаи тех предков, которые в старину удивительно мудро умели воспитывать своих детей. Департамент культуры Одинцовского Бурятского автономного округа уделяет огромное внимание фольклорным коллективам нашего округа. Я бы хотел назвать в числе лучших фольклорный коллектив «Сахюр» села Цыган-Чулутай Мугойтовского района нашего Одинцовского Бурятского автономного округа. Данный фольклорный коллектив имеет богатую историю. В ней в составе данного коллектива работали много ветеранов труда, которые прославили наш округ. И я думаю, что фольклорный коллектив «Сахюр» с честью и достоинством носит высокое звание народный и достойно представляет наш округ в нашей Российской Федерации и на фестивалях за рубежом. Ансамбль «Сахюр» действительно имеет богатый опыт. Они продолжают то, что завещали своим потомкам их предки, и это главное в их творчестве. la la